Глава 15. Вера – это мужество женщин. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Послание к евреям, 11 глава, 11-12 стих. Сегодня, как и раньше, есть много великих женщин веры. Некоторые из них повлияли на мою жизнь. Моя мать была для меня благословением. Она учила меня и сама жила жизнью, дававшей мне возможность знакомиться с Богом. Женщины веры совершали великие и славные дела, особенно отличившись как миссионеры. Было время, когда на миссионерском поле на одного мужчину приходилось 3 женщины, а у себя дома они были благословением и опорой церкви. Это настоящие женщины, они бросили вызов дьяволу. Библия рассказывает, что такая вера дала силу Саре родить Исаака, когда ее мужу было 100 лет, самой Саре было 90. Измаилу, сыну Агари, наполовину египтянину было 14. Приняв во внимание эти цифры, мы поймем, как настойчива была вера Сары. Некоторые, помолившись 3 минуты и не получив ответа, говорят «увы». Ровно столько они и получают в ответ на свою молитву. Сара жила не надеждой. У надежды нет нерушимой основы. Надежду можно поколебать, разбить и ослабить. Проиграв, она говорит: «Да, я только надеялась, что все как-то образуется». Но вера – это сила, крепость силы. Вера – несокрушимая скала. Вера настойчива и устойчива. Возможно, что людям, о которых я говорил раньше, было легче верить. Енох ходил с Богом, это было неплохо. Авель принес лучшую жертву, это было нетрудно. Ты отдаешь то, что видишь и чувствуешь. Сара же приняла сказанное Богом верою как живой факт. Ключевое слово, говорящее о вере Сары – «ибо». «Ибо» знала, что верен обещавший, и поэтому от одного и притом омертвелого родилось так много. Если бы мы могли спросить ее: «Сара, Бог сказал, что у тебя есть вера, что это, по-твоему?», то она бы ответила: «Это значит, что за Богом всегда остается последнее слово, и оно исполняется». Сара верила Богу, верила, что Он исполнит обещанное. Мы советуемся с соседями, с родственниками: «Что ты об этом думаешь?», спрашиваем мы. И если они люди не духовные, то слышим в ответ одни глупости. Иногда же и духовные христиане не имеют такой веры, как ты, и поэтому считают тебя сумасшедшим. Библия не говорит, что у Авраама была вера для получения сына. Она была у Сары. Тайну веры она могла бы выразить несколькими словами: «Ибо я верила тому, кто обещал». Если Бог дает обещание тебе, мне или кому-нибудь еще, Он обязательно исполнит обещанное. Когда Бог обещает, Он не хочет, чтобы мы беспокойно ерзали на стуле, как бы оправдываясь: «Ну, может быть». У Бога нет никаких «может быть». Однако, почему Сара должна была верить? После падения человека в Эдемском саду Бог дал первое замечательное обещание об искуплении человечества. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие, 3 глава, 15 стих. Семя женщины разрушит господство сатаны. С первого мгновения сатана начал предпринимать попытки воспрепятствовать исполнению этого обетования.
Он не знал, сколько на это потребуется времени. Каждый раз, когда он видел зарождение жизни, он пытался погубить ее. Поэтому Каин убил Авеля. Не потому, что они были настроены друг против друга. Тут дьявол вмешался, рассудив: если заставлю одного брата убить другого, то оставшийся в живых будет убийцей, а убийца не может раздавить мою голову. Несколько сотен лет спустя Бог сказал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Через семя Авраама Бог обещал послать в мир Искупителя всего человечества. Дьявол подумал: «Я должен сорвать этот план». Я уверен, что это он закрыл чрево Сары. Это был его ответ на Божий план спасения. Сара боролась не только с естественными бедами, но и со всеми силами ада. Ты, возможно, находишься в подобной ситуации, хотя и не осознаешь этого. В этом наша ошибка. Мы думаем, что боремся с естественным. Если ты просишь что-то у Бога и не получаешь, противостой дьяволу, не начинай сражаться с собственной семьей. Сара ждала 70 лет от своего замужества, а детей все не было. Уже лет через 5 люди начали говорить ей: «Что с тобой, Сара? У всех, кроме тебя, есть дети. Ты, должно быть, большая грешница». Если что-то не так, это будет первым обвинением, которое дьявол бросит тебе в лицо. Ты живешь неправедно. Он лжец. Он знает, что ты живешь праведной жизнью. Женщины, нянчившие своих младенцев, наверное, говорили Саре: «Богу нет до тебя дела». Нет, Бог очень заботился о ней. Только то, что дьявол преследует тебя, не означает, что Бог тебя не любит. Я догадываюсь, чем занималась Сара во время ожидания. Если бы она этого не делала, то никогда бы не получила сына. Я думаю, что каждое утро она брала подушку, обнимала ее и говорила: «Доброе утро, мой дорогой, как ты спал сегодня, мой сын?» Потом она танцевала по шатру, качая своего ребенка и напевая ему. Ее служанка, особенно Агарь, смеялась: «Ха-ха, наша госпожа готовит себя в матери. У нее уже седые волосы и морщины. У нее уже не может быть ребенка, ведь существуют естественные законы». Но кто сказал, что Бог должен следовать только естественным законам? Ведь это Он их создатель. Он может перевернуть их вверх ногами, если захочет. И тогда все привычное для нас изменится на противоположное. Не вызывало бы это панику в нашем обществе? Бог не слуга естественных законов, и мы тоже. Каждое утро, танцуя по палатке, Сара говорила: «У меня будет сын, неважно, что мне уже 40 лет, не имеет значения, что мне уже 50, 60, 70, 80, я рожу сына, хотя мне 90. Вера настойчива, и Сара верила, вплоть до того момента, когда это свершилось. Я скажу тебе, что говорили люди, видя, как растет ее живот. Она слишком стара, она умрет при родах. Не слушай дьявола. Он старается навалить на тебя груду проблем, которых не существует. У него ничего не получится, у нас же получится все. Слава Богу, вера действует. Отступники ничего не могут добиться. Те, кто теряет мужество, тем самым свидетельствуют, что потеряли источник веры. Если ты позволишь ему иссохнуть, то благословения тебя не достигнут. Источник нашей веры, как и у Сары, в причастности к Божьим обетованиям. Иногда, читая обетования Бога, я прихожу в восхищение. Невероятно подумать только, что все это принадлежит мне. Источник веры Сары в ее исповедании. Я знаю, что верен обещавший, я принимаю все, что он сказал. Она жила обещанием Бога. Большинство людей живет своими чувствами.
Да, брат Самрал сказал, что я исцелен, но и они до сих пор не исцелены. Это малюсенькое слово из 2 букв решило все. Они исполнены неверия и сомнений. Но я же не чувствую, что я исцелен. Они живут в душевном мире. Они прошли мимо жилища веры и духа и поселились в душевной части. Сара могла бы умереть бездетной. Богу ничего не стоило найти другую женщину и другого мужчину. Для Бога нет незаменимых. Но если у тебя есть вера, а дьявол атакует тебя, стой твердо. Бог будет с тобой. Выдержи. Когда положение кажется безнадежным, это начало поворота к лучшему. Если кажется, что ничего не происходит, это начало действия. Вот это и есть вера. Люди, живущие разумом, никогда не поймут людей веры. Когда Сара каждый день жила так, как будто у нее уже есть сын, говорила, что у нее будет сын, ни одна из женщин из ее окружения ей не верила. Все говорили: «Вся история против тебя, все знания и опыт против тебя». Вот там и начинается вера. Там, где кончается область доступного человеческому разуму. Сара же решила: «Я буду покоиться на обещании Бога». Запомни слово «покой». Некоторые раздражаются, ожидая исполнения обетования. Вера же покоится. Библия говорит: «А входим в покой мы, уверовавшие». Живущий верой рассуждает порой так: «Я покоюсь в обещании Бога. Я научился спать спокойно в разгар шторма. Пусть бушуют волны, пусть дует ветер, я сплю». Пока ты не научишься покоиться на Божьих обетованиях, они не исполнятся для тебя. Если внутри тебя все кипит и дрожит от напряжения, эти обетования к тебе не относятся. Ты должен быть внутренне уверен в том, что Бог исполняет обещанное. Ты должен быть спокоен. Именно так было с Сарой. Она не мучилась, она радовалась обещанному. Такое отношение есть путь к исполнению обетования. Сара не была нервной развалиной. Не рвала на себе по утрам волосы, жалуясь: «О, мой Бог! О, мой Бог!» Нет, она выглядела как царевна, оправдывая значение своего имени. В 75 лет она была так прекрасна, что ее принимали за молодую девушку. Эта женщина знала, что Бог скорее изменит орбиту вращения Земли, чем откажется от исполнения обещанного. Она знала, что Бог совершит, и стояла на этом, как скала веры и преданности. Мы ставим в пример не только ее, но и дочерей: Иохавед, мать Моисея, Мариам, его сестру, Есфирь, царицу целой империи, и Марию, мать Иисуса Христа. Она наверняка сказала бы тебе при встрече: «Если Бог мог сотворить чудо для моей прапрапрабабушки Сары, то сделает это и для меня. Если она смогла родить в почти 100-летнем возрасте, то и я смогу зачать от Святого Духа». Эта вера не осталась собственностью только Сары, но передалась последующим поколениям женщин. Мы верим, что сегодня она живет в сердцах тех, кто изменит мир своей верой в Божьи обетования. Сарина вера заключалась в принятии обещаний Бога за непререкаемую истину. Обеты Бога нерушимы. Станем же доверять им, принимать их, жить ими. Это важно не только для женщин, но для всех нас. И когда мы будем поступать как Сара, тот же самый Бог, который ответил на ее молитвы, ответит и на наши.